Вот пошло такое, это я встала, и у меня в туалет, и все поплыло. Чуть не упала. Легла, полежала, смотрю, опять вот так кружится. Светлана Фурутина после перенесенного ковида вновь на больничной койке. Из инфекционного отделения попала в неврологическое. Анализы, казалось бы, все в норме, только вот в мышцах слабость, в голове туман, спать не дает бессонница и разные лезут мысли. Постковидный период оказался гораздо длиннее и тяжелее, чем сама болезнь. Вот вы знаете, какая-то депрессия, все близко к сердцу очень воспринимаешь. То есть я раньше не была такой, но я была эмоциональна, так не переживала по каждому пустяку. То есть ковид, он все-таки на нервную систему влияет. И слабость, то есть такой силы энергии нет. То есть я уже выписалась вроде бы из больницы, но вот этого ощущения полноценной жизни еще сразу не приходит. Депрессия, чувство страха и беспокойства. У этого состояния, когда ничего вокруг не радует и не приносит удовольствия, теперь есть даже официальный медицинский термин – постковидный синдром. И то, что вирус может поселиться в голове, совсем уже не шутки. Забываю все подряд забываю. То есть до ковида такого не наблюдалось у вас, Ну да? нет, не было. Вроде все помнила. Вот это замкнутое пространство, плюс вот эти все побочки, как бы, да, они давили на психику, да, именно так и было. Такие вот нетипичные истории нетипичного вируса. По словам врачей, все эти нарушения психической деятельности после перенесенного заболевания вполне объяснимы. Ведь вирус воздействует на самые разные участки человеческого организма. Общее самочувствие, могут возникнуть психоэмоциональные проблемы, осложнения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, а также неврологические нарушения и многое-многое другое. Симптомов, конечно, много, и все они разные. Но после перенесенного заболевания у многих пациентов врачи отмечают очень схожие жалобы. Практически 90% пациентов нуждаются в психологической помощи. Что это за жалобы? Это жалоба общего плана, то есть пациенты к нам предъявляют жалобу при поступлении. Это на общую слабость, повышенную утомляемость, снижение памяти, концентрации внимания, также нарушение сна и общее состояние нестабильности психоэмоциональной. То есть это тревожность, раздражительность, плаксивость. Это 90% из числа обратившихся за медицинской реабилитацией. Есть и другая, не менее тревожная статистика. Каждый третий, переболевший коронавирусом, нуждается в психологической помощи. Однако, по словам психологов, постковидный синдром для многих пациентов – это словно скелет в шкафу. Не все готовы говорить о психологических проблемах и психических расстройствах. А это, по мнению врачей, только усугубляет внутреннее состояние больного. Здесь вот чисто, наверное, не показаться тем человеком, у которого есть психологические проблемы, и чтобы он где-то не стоял там на учете, и кто-то что-то не знал, что у него что-то не так с головой. Вот это, наверное, вот такой вот небольшой страх того, что он может быть потом каким-то необычным человеком. Но это на самом деле не имеет никакого под собой основания. Да? Мы с вами прекрасно об этом знаем. Вот посмотрите, такая нехочуха в вас поселяется, нет никакой мотивации. Дальше что будет? Не хочу идти на работу. Все раздражает. Следующая стадия будет все бесит. Да, мы так говорим. Агрессия появляется повышенная. Потом начинается злость. Во время злости что делает человек среднестатистический? Он кричит, он возмущается. Да? Потом пойдет ярость, потом пойдет гнев, а потом пойдет насилие. Медицинская реабилитация после ковида сегодня – это не просто комплекс лечебных процедур. В Татарстане в реабилитацию после коронавирусной инфекции была включена и помощь психологов. На базе поликлиник и отделений медицинской реабилитации городов и районов была организована психологическая и терапевтическая помощь пациентам, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. За 10 дней можно увидеть динамику. То есть каким человек был, когда пришел, подавленный, да? Подавленный, с одышкой, кашель, слабость, не может выполнять привычную физическую нагрузку, отсутствие настроения. Принять лекарства. У всех ухудшается практически память. И на фоне нашего лечения, реабилитационных мероприятий, все пациенты отмечают положительную динамику.
Психологи советуют выбираться подальше от города, от шума, суеты, ближе к спокойствию, в лоно природы. Конечно, отдых в санаториях и профилакториях по возможности это один из оптимальных вариантов. Они тоже держат руку на пульсе. С начала эпидемии некоторые учреждения для профилактики и лечения последствий коронавируса уже закупили оборудование и набрали в штат психологов. Ну, мы стараемся вспоминать, что было тогда, в прошлом, какие-то приятные моменты. И либо мы, наоборот, направляем на то, что помечтать, о чем можно помечтать, какие-то цели поставить, представить что-то, там, рождение ребенка, будущую свадьбу, внуков. Ну, то есть стараемся вот именно найти что-то положительное, за что можно зацепиться и в будущем. Что делает весь Восток? Мы работали с индийскими врачами, с иракскими, иранскими, ну и так дальше. Да, вот вообще весь Восток, ну арабы особенно, они медитируют, они рисуют, они занимаются телом. Тело должно быть расслаблено, поэтому бассейны, души, всевозможные плавания, какие хотите обертывания, масло каким терапии, массажи какие хотите, их сейчас всяких миллион, да? Дайте телу, раз мы напряжены, то что надо? Расслабиться. Берегите себя, если, как говорится, еще не переболели, наверное, все-таки вакцинироваться, потому что, ну, другого ничего нет. А болезнь коварная, очень агрессивная. Лучше себя поберечь. Изира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней.